Эфир абхазского телевидения продолжается, и вы смотрите информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Депутаты Народного собрания проинспектировали ход ремонтно-восстановительных работ Сухумского международного аэропорта имени Владислава Арзенба. В 6-й средней школе Сухума были отменены занятия из-за сообщения о заминировании. В здании Дома культуры Пицунда идет капитальный ремонт. С нуля строят Дом культуры в селе Лдза и столовую в сельской школе. Депутаты парламента проинспектировали ход ремонтно-восстановительных работ Сухумского международного аэропорта имени Владислава Арзенба. Делегация парламентариев посетила объекты инфраструктуры аэропорта, осмотрела взлетно-посадочную полосу. Также депутаты задали ряд вопросов представителю Генеральной подрядной организации. Рада Чичава расскажет подробности. Соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта было подписано 16 июня 2023 года. После завершения конкурса по выбору инвестора началась активная работа по проектированию, а далее и реконструкция как взлето-посадочной полосы, так и всей инфраструктуры аэропорта. Масштабные ремонтные работы начались 1,5 месяца назад. Депутаты парламента, которые ранее и ратифицировали упомянутое соглашение, прибыли в Гулрыбский район, чтобы осмотреть ход работ и задать вопросы подрядчику. На понедельничном совещании было принято решение поехать посмотреть аэропорт. С чем это связано, какие вообще работы ведутся и на какой стадии находятся, и какие по срокам укладываются ли там генподрядчики, либо же инвесторы. Вот, очень много вопросов таких было, и сегодня вот мы приехали такой большой делегации. Первый пассажирский вылет будет возможен уже 1 января 2025 года. По словам Алексея Кочемасова, заместителя директора по строительству компании «Докстрой», генерального подрядчика объекта, 1 декабря текущего года ремонтно-восстановительные работы будут полностью завершены. Еще месяц будет длиться необходимая сертификация аэропорта. Сроки у нас по графику и по договору, по контракту с инвестором 2 срока. 20 июля – это первый технический рейс. 20 июля, да. Мы должны посадить на полосу самолет, по рулежной дорожке он должен проехать и встать на маленьком перроне, перрон номер 2. И вторая дата ключевая у нас – это 1 декабря. Заканчиваются работы строительно-монтажные, и идет сертификация взлетной полосы. Ну, на это будет у инвестора уйдет декабрь месяц. На данный момент проводятся плановые работы по ремонту взлетно-посадочной полосы. Для обеспечения всех нужд реконструкции объекта на территории аэропорта будет временно возведен бетонный завод. Обследование полосы было, да. Керн брали там, смотрели состав, как трещины там выглядят и так далее. Ну, запроектирован ремонт. А вот рулежные дорожки, перроны, это будет полная реконструкция. Полная реконструкция, все покрытие снимается и строится новое. Территория аэропорта по плану инвестора будет увеличена на 6 гектаров для строительства южного терминала. Ну, там будут сейчас легковозводимые конструкции. Терминал, вот он как бы временный, потому что там планируется южный делать терминал. Ну, у инвестора есть программа развития аэропорта. Как рассказал депутат парламента Беслан Эмурхба, для парламентариев вопрос реконструкции аэропорта приоритетен и важен. Это не только решение депутатов парламента Республики Абхазия. Граждане нашей республики все ожидают то, что аэропорт заработает, и поэтому мы очень переживанием, так скажем, относимся. И хотелось бы, конечно, чтобы уже аэропорт заработал, и чтобы люди могли прилетать и улетать. То есть у нас как туристическое государство, и это очень важно для Республики Абхазия. В ходе визита депутаты парламента задали представителю генерального подрядчика множество вопросов, касающихся как непосредственной реконструкции объекта на данный момент, так и дальнейших инфраструктурных планов восстановления аэропорта. По словам Беслана Эмурхба, итогами инспекционной поездки парламентарии остались довольны. В целом могу сказать да, потому что уже активная такая работа ведется. Эти работы, они на начальной стадии находятся. Уже
где-то 1,5-2 месяца они уже работают здесь. То есть и свою работу они собираются, то есть, увеличивать. Мы ожидаем, что все будет хорошо. И нами принятое решение, оно воплотится в реальность, и что наши граждане будут довольны. Как отметил Беслан Эмурхба, депутаты парламента и далее будут следить за ходом восстановительных работ Сухумского аэропорта. Рада Чачава, Заур Кварче, Абхазское телевидение. Неудачная первоапрельская шутка. 1 апреля в Сухумскую школу номер 6 поступил анонимный звонок о заминировании. Занятия были сразу же прекращены, а дети эвакуированы. На место выехали кинологи, сотрудники МЧС, СГБ и МВД. Информация о минировании школы не подтвердилась. Позже были установлены и личности звонивших. Ими оказались учащиеся школы. Дети вместе с классным руководителем и родителями были вызваны на беседу. Это была середина 7-го урока. Сотрудники службы государственной безопасности плюс МЧС подъехали к нам в школу и попросили тихо, без паники, эвакуировать всех и детей, и взрослых. Мы достаточно быстро с этим справились. Всего лишь за 4 минуты школа была освобождена. И сотрудники стали проверять, кинологи, сотрудники МЧС, сотрудники СГБ, сотрудники внутренних дел, Министерства внутренних дел. Но не знаю, хочется верить, что это неудачная первоапрельская шутка. Пока на сегодняшний день больше информации у меня нет. Как сказали сотрудники Государственной службы безопасности, дети, наши ученики, которые совершили этот звонок, они их знают уже, и вместе с классным руководителем и с родителями они сейчас на беседе с представителями структур. Я думаю, что это все, конечно, связано с интернет-ресурсами, с телеграм-каналом, который раздают какие-то детям задания и так далее. Мы, в общем-то, школа достаточно спокойна. Эти дети, если эта информация правдива, они даже не стоят ни на каком учете, то есть абсолютно хорошие дети из абсолютно благополучных семей. Ну, я думаю, что соответствующие службы будут разбираться во всем этом инциденте. Природный пожар стал причиной возгорания частного дома в селе Джгярда Чемчирского района. Накануне в окрестностях села произошло возгорание сухостоя подлеска. По информации МЧС, пламя перекинулось из леса на частное подворье и жилой дом. К приезду пожарных обгоревшая кровля дома обрушилась, строение полностью было охвачено огнем. Пожар тушили спасатели Чемчиры. Однако дом спасти не удалось, пострадавших нет. МЧС Абхазии не раз предупреждала граждан о непредсказуемых последствиях самовольных поджогов сухой травы, которые могут привести к лесным пожарам, способным перекинуться на жилые строения. Сотрудниками Чемчирского РОВД за выходные дни выявлены 2 майнинг-фермы. Мероприятия по выявлению объектов незаконной добычи криптовалюты сотрудниками МВД проводятся регулярно, так как также проверяются ранее отключенные майнинг-фермы. 10 аппаратов по добыче криптовалюты изъято сотрудниками отдела внутренних дел в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в селе Пакуач. Майнинг-ферма была размещена в частном домовладении гражданина Читанава Химца Капитоновича. В селе Баслав в домовладении Дохнадзе Руслана Имзаровича изъято 6 аппаратов по добыче криптовалюты. Мероприятия по выявлению объектов незаконной добычи криптовалюты сотрудниками МВД Абхазии проводятся регулярно. Также проверяются ранее отключенные майнинг-фермы. 1 апреля 1925 года съезд Советов Абхазии принял Конституцию, которая обозначила суверенитет республики. Этот конституционный статус сохранился до 1931 года, то есть до включения Абхазии в состав Грузинской ССР на правах автономии. В Конституции, состоящей из 21 главы и 116 статей, содержится подробное описание всей системы органов государственной власти, управления народным хозяйством и финансами, местного самоуправления, а также избирательных прав и порядка выборов. Языком государственных учреждений СССР Абхазии признавался русским.
Одновременно было отмечено, что всем остальным национальностям, проживающим в республике, обеспечивается право свободного развития и употребления родного языка как в национально-культурных, так и общегосударственных учреждениях. За прошедшую неделю сотрудниками ГАИ выявлено 1799 административных нарушений. Согласно указанию министра внутренних дел Роберта Киут, в республике продолжаются усиленные рейдовые мероприятия. Подробнее в материале пресс-службы МВД. По итогам прошедшей недели в результате проведения усиленных рейдовых мероприятий, направленных на повышение уровня обеспечения дорожной безопасности и профилактики нарушений правил дорожного движения сотрудниками Центрального аппарата и роты специального сопровождения управления ГАИ МВД Абхазии совместно с подразделениями госавтоинспекции, городских управлений и районных отделов внутренних дел выявлено 1799 административных правонарушений. При проведении рейдовых мероприятий сотрудники милиции особое внимание уделяют недопущению фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. 102 водителя, которые пребывали за рулем автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, привлечены к административной ответственности. 94 человека лишены водительских удостоверений на 6 месяцев со штрафом в 30 тысяч рублей. В отношении 8 водителей составлены соответствующие материалы и направлены в суды для принятия законных решений. Составлен 141 административный протокол за нарушение норм светопропускаемости стекол. Тонировочные пленки с автомобилей снимаются на месте. Усиленные рейдовые мероприятия проводятся системно методом территориальной ротации ведомственных подразделений, согласно указанию министра внутренних дел Роберта Киут, и продолжаются до особого распоряжения. Министерством туризма выявлен мошеннический сайт с реестрами объектов размещения на территории Абхазии. Минтуризма просит гостей республики быть бдительными и сверять информацию с официальными данными министерства в разделе «Реестр объектов размещения на территории Республики Абхазия». Руководство Гагрского района продолжает ремонтно-восстановительные работы социально значимых объектов. На сегодняшний день ведутся работы в здании Дома культуры в Пицунде. А в селе Лза Дом культуры строят с нуля. Также в сельской школе совсем скоро появится комфортабельная столовая. Обо всем по порядку в репортаже Сарии Кварцхелия. Дом культуры является местом, где встречаются и объединяются люди разных возрастов и интересов. Здесь можно обменяться опытом и знаниями, наладить новые контакты, найти поддержку и вдохновение. ДК становится местом, где оживают давние традиции и созидается новая культура. С августа прошлого года в Доме культуры Пицунды ведутся ремонтно-восстановительные работы. Здесь в 2004 году произошел пожар, сильно пострадала кровля, и любая непогода стала губительно для столь значимого здания. То есть стены сильно пропитались влагой, вся отделка начала вываливаться, все начало портиться. Соответственно, за 20 лет это здание превратилось в аварийное, ветхое здание. Это здание считалось одной из лучших в стране, в советской Абхазии, соответственно. И потому здесь, вот, как говорится, с культурно-массовыми мероприятиями проблем никогда и загвоздок не было. И я сейчас, пользуясь случаем, таким замечательным и прекрасным, хочу поблагодарить в первую очередь главу района Юрия Львовича Хагуш, который вот так решил нас всех пицунцев обрадовать. Однако даже в таких удручающих условиях в Пицунском доме культуры была расположена библиотека. В его стенах дети занимались рисованием и обучались игре в шахматы. Я, будучи родителем, не хочу приводить ребенка там, где условия для обучения моего ребенка будут недостаточно хороши. И мы с этим напрямую столкнулись. 23-й год, после вот этого нашего знаменитого наводнения здесь, когда под воду ушли очень много сел в районе. Вот, соответственно, мы получили еще больше урон. То есть мы погрузились в воду до самого первого этажа. А после этого Юрий Львович оперативно предпринял решение заменять кровлю, потому что мы реально теряли здание, подмывалось основание. И мы хотя бы остановили это разложение. И потом, как сами видите, прошло вот полгода фактически.
И вот было принято решение о полной реконструкции. Работа тут проходит поэтапно. Проводится освещение, уже заменили пол, частично установлены и окна. Пока на данном этапе все кабинеты уже фактически вся работа черновая проведена. То есть помимо черновой работы уже и оштукатуривание, как вы видите, всех стен, потолков, гипсокартонное покрытие и устройство стяжки. Все полы уже готовы. То есть остался только основной вот этот действующий клуб сам. И в ближайшее время ждем проект и приступим к нему тоже. А общая сметная стоимость на первый этап вместе со всеми видами работ, учитывая еще и двери, и окна, все вместе, 39 миллионов 199 тысяч. Это вместе, включая и фасадную часть, и все-все. А уже освоено 18 миллионов. Замглавы Пицунды Ахра Абиджбы подчеркнул, что культурный объект имеет значимое значение и востребован среди местного населения, особенно среди молодежи. Только на замену кровли было выделено 5 миллионов 378 тысяч рублей. Работы здесь планируют завершить к концу текущего года. Этот объект, наш Дом культуры, заработает в полную силу, в полную мощность. С нуля строят Дом культуры в селе Лдза. С 80-х годов прошлого столетия на этом месте функционировал Дворец культуры. Однако в 1998 году при коротком замыкании произошел пожар, и все здание сгорело. На встрече с активом села глава района Юрий Хагуш взял на себя инициативу на постройку нового Дома культуры. В конце 2023 года начались строительные работы, и, как мы видим, до сегодняшнего дня они продолжаются. Одноэтажное строение с большим залом на 270 посадочных мест. Общей площадью 863 квадратных метра. Первый этап пройден, то есть планировку прошли, фундамент залили. Идем уже ко второму этапу процесса уже, то есть цоколь, площадка сама и дальше уже. Работы ведутся 1,5 месяца. Сроки завершения приблизительны 25 год, февраль месяц. Строительные работы ведутся и в средней школе номер 1 села Лдза. Решение было принято месяц назад, в начале, этого года, что тут надо возвести здание двухэтажное, на первом этаже, то есть столовая, второй этаж, актовый зал. Ремонтные работы сейчас на начальном этапе, фундамент уже залит. Раньше была столовая, просто очень устаревшее здание, и они решили, сделать, пристроить это здание к действующей школе, как одно общее здание с фасадной части смотрелось. Работы здесь планируют завершить к концу текущего года. Сария Кварацхеля, Музафар Астанов, Абхазское телевидение. Капитальный ремонт идет и в одном из корпусов столичного детского сада «Апра». Какие работы проводятся и когда они будут завершены, узнавала Алика Трапш. Детский сад «Апра» в столице был построен в 50-х годах прошлого столетия. Во время Отечественной войны народа Абхазии он сильно пострадал. После войны в садике сделали небольшой косметический ремонт и стали принимать детей. И вот на протяжении долгого времени детское дошкольное учреждение нуждалось в ремонте. Силами администрации города Сухум порядка 10 лет назад была заменена кровля здания. После были заменены окна, а на первом этаже в одном из корпусов сделали капитальный ремонт. Сейчас администрация столицы проводит ремонт на втором этаже, где обучается младшая группа. Мы начали где-то неделю, как нам делать ремонт. Пришли мастера, пришли прорабы, посмотрели. Это значит, получается одна группа из одного корпуса на первом этаже, где был сделан ремонт. И второй этаж, значит, вот идет вовсю, полностью идет работа. Туда входит прихожая, игровая комната, спальня, санузел. То есть там делают все полностью. Сейчас строители проводят демонтаж старого напольного покрытия и штукатурки. Здесь будут установлены новые двери, уложат пол, заменят проводку, сантехнику, словом, проведут все необходимые работы. На время ремонта дирекция детского сада «Апра» решила не закрывать всю группу, которая здесь обучалась, а перевели ее в другой корпус. Кто из родителей дома сидит, не работает, он может оставить, наверное, ребенка. Остальные приводят, ради бога, пусть все приведут, пусть вся группа приходит как-нибудь.
Они сказали, мы согласны на все, лишь бы потом наша группа была красивая и хорошая, и свежая, и, как говорится, после ремонта. Да. Детское дошкольное учреждение АПРА состоит из 3 корпусов, в каждом по 2 группы. В общем, детский сад посещают 150 детей. Во всех корпусах ситуация одинаковая. Необходим капитальный ремонт. Дирекция сада выразила надежду, что этот вопрос все же будет решаться поэтапно. Помимо этого, нужно облагородить территорию и установить новые детские площадки, чтобы дети могли чаще бывать на свежем воздухе. Конечно, потом обещали сделать забор вокруг садика красивый, потом детскую площадку для детей игровую сделать. И еще, конечно, у нас в садике нету ни актового, ни музыкального зала. Все мероприятия проходят в группах. Вот. Или если такие какие-то крупномасштабные мероприятия, то они проходят на улице, во дворе, если хорошая погода. Вот. И мы надеемся, что нам где-то все же построят они музыкальный зал и актовый зал где-нибудь на территории. Сметная стоимость текущего ремонта в одном из корпусов детского сада АПРА составляет 5 миллионов 700 тысяч рублей. По поручению главы администрации Беслана Федоровича Ишпа была составлена проектно-сметная документация на ремонт 3-го корпуса младшей группы. Планируется приступить к отделочным работам на этой неделе, проложить проводку, отштукатуривать и уже наносить лакокрасочные изделия. Ремонтно-восстановительные работы в детском саду АПРА планируется завершить в течение 2 месяцев. Альга Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 2 апреля, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем плюс 20-25. Температура морской воды плюс 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.